Здравствуйте! Это новый проект телецентра КРСУ «Лица, страницы, границы», в котором мы будем знакомить вас с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях представители Российского государственного гуманитарного университета Брагина Наталья Георгиевна и Филиппов Юрий Викторович. Расскажите вообще о цели вашего визита в нашу страну. Мы, такой, что ли, гуманитарный обмен идеями, мнениями. Мы пытаемся понять ситуацию языковую в Кыргызстане. И мы приехали с лекциями о русском языке. Мы приготовили видеолекции, мы приготовили модули. Там есть еще и материалы, и есть даже методические рекомендации. И каждый модуль готовил специалист, который лучше всего в этом модуле, в той теме модуля и разбирается. В частности, мой модуль – это речевые жанры в интернете. 5 лекций было моих и 3 лекции Максима Анисимовича Крангауза. А модуль в современном русском языке – это модуль Игоря Алексеевича Шаронова. И там тоже. И я поучаствовала в одной лекции Максима Анисимовича Крангауза. Максим Анисимович Крангаус готовил модуль по речевому этикету. Я могу добавить, что Дни русского языка и культуры, которые мы сейчас проводим, это только часть проекта. Подготовлена выставка, посвященная российско-киргизской дружбе, которая была открыта вчера в фойе главного здания, если я правильно понимаю, Киргизско-Российского славянского университета. Кроме того, планируется большая поставка книг, литературы, учебной, методической, научной, которая по согласованию, по заказу коллег из КРСУ будет пополнять библиотеку университета. Это очень важно, и это только начало, я надеюсь, нашего сотрудничества, потому что мы планируем его всячески развивать и сделать долгосрочным. И хотели бы сразу поблагодарить Российско-Киргизский славянский университет за очень-очень теплый прием. Вот у нас такие чашечки замечательные с кофе. И сегодня мы видели потрясающий совершенно концерт. Мне кажется, что бывают такие ручьи с кристально чистой водой. И они вдохновляют творческих людей на такие представления, которые мы сегодня увидели у вашего замечательного ансамбля. Спасибо большое. Спасибо. Это конкретно о целях визита в наш университет. А что касается вообще Кыргызстана, вы впервые здесь? Да, я в первый раз. И для меня, пожалуй, самым таким важным моментом было гостеприимство. Потому что это первое, с чем мы столкнулись. Сначала мы столкнулись неожиданно со снегом, потому что мы летели из Москвы, и нам казалось, что здесь будет все еще теплее. Да. И когда мы увидели снег, мы сказали: снег. Но при этом был потрясающий теплый прием. Причем не просто радушно, он был исход. Сразу мы прилетели, нас встретили. Это был очень дружеский прием, очень теплый прием. И, наверное, эти 2 дня, 2 дня, которые мы провели здесь, даже, 3-й день мы прилетели, 1-й день, вернее, мы прилетели, эти дни были очень согреты тем отношением, которое мы все чувствовали. Сразу какое-то именно отношение дружбы возникло и дружеского диалога. Даже там, где у нас сидели вполне, так сказать, официальные лица и люди, облеченные властью, все равно практически с первой ноты это был очень такой хороший дружеское общение. Это очень ценно, потому что понимаешь, что мы находимся действительно в едином культурном и языковом пространстве. Оно не утеряно. И те немножко опасения, которые сейчас возникают, именно опасения того, что это культурное
и языковое пространство может меняться. Меняться как, вот, в принципе, нормально меняться, но меняться с точки зрения уменьшения его, вот этого бы, конечно, не хотелось. Потому что как бы традиции очень сильные, очень хорошие, и их можно поддерживать и развивать. Я думаю, что вот это наша цель, да? Да. Вот эти традиции развивать и поддерживать, потому что они создают вот такую очень хорошую атмосферу, доброжелательную, гостеприимную. Я надеюсь, что если вы приедете к нам, мы постараемся сделать нечто похожее. Совершенно согласен, Наталья Георгиевна. Действительно, вот это гостеприимство, теплота, они поразительны. Я по характеру своей работы очень много езжу, и только вот за последний месяц был в Армении, Казахстане, Узбекистане. А вот в Киргизии я тоже первый раз, и я всю жизнь мечтал поехать на Иссык-Куль, посмотреть тоже горы. Алатау именно киргизские. Вот. Но я только вчера прилетел в темноте, пока ничего не видел, только чувствовал. И вот все, что я чувствовал пока, оно действительно меня даже к какой-то экзальтации положительной, эмоциональной приводит, да? Потому что в аэропорту нас встречали тоже друзья наших друзей, и стоит такой большой молодой человек, встречает меня с табличкой «Дед Мороз». Думаю, да, так. Потом дальше прохожу, и вдруг невысокая такая девушка спрашивает, как вы долетели, такой, думаю, ну, Снегурочка. Вот, то есть они встретили, они повезли меня в ресторан замечательный, там мы поели, собственно, традиционной киргизской кухни, замечательные поели тоже блюда национальные, вот каймак попробовали, значит, нават тоже попробовали, и все это потрясающе оформлено и очень-очень тепло. Так что действительно спасибо огромное. Хочется теперь дальше смотреть, да, смотреть город, смотреть какие-то тоже окрестности. Очень хочется посмотреть Киргизию. Да, и природа, конечно, тоже очень интригует ваша. Ну, она пока интригует, потому что... Надолго вы? Мы завтра улетаем, да, завтра улетаем, но все равно посмотрим. Завтра у нас как раз день для того, чтобы еще немножко познакомиться с окрестностями. Так пока что мы больше знакомились с людьми, но я думаю, что это самое главное и самое ценное. С природой мы еще тоже, надеюсь, познакомимся. Если поговорить о впечатлениях вот вы вели лекции о самом университете, Наталья Георгиевна, что вы можете сказать? Во-первых, мы вот, даже, наверное, это не только мое мнение, потому что, естественно, мы обменивались мнениями. Во-первых, очень хорошая организация, очень четкая. Это первое. Второе, при четкости организации она абсолютно неформальная. Вот это очень важно, да, то, что все очень хорошо и четко организовано, и вместе с тем это неформально. Третий момент, который, мне кажется, тоже очень важный, понимаете, есть еще такая вещь, вообще сейчас вот много об этом пишут, есть понятие эмоционального интеллекта. Есть интеллект и есть эмоциональный интеллект. Вот еще при этом и отношения эмоциональные. Мы не только поняли, что вот люди, есть такое слово, болеют, да, за русский язык, вот, но действительно хотят сохранять культурные традиции. И это очень чувствуется, это очень ощущается вот просто в том желании и слушать, и задавать вопросы, и общаться. Вот. Поэтому здесь еще было очень много таких эмоциональных моментов. Ну и кроме того, мне очень понравилось, и я просто поразилась, вот пока мы общались с разными преподавателями, у нас уже библиотека выросла на несколько томов, потому что у вас очень хорошо работает издательство, у вас издаются книги. И вот последние мы приобрели сейчас, не приобрели, в смысле нам подарили фразеологический словарь. Вот. То есть есть лингвистическая литература, там вот есть культурные книги о культуре, есть книги о разных культурах, что тоже очень ценно. То есть мы почувствовали, в принципе, у меня одно из направлений, которым я занимаюсь, это межкультурная коммуникация. И вот тема межкультурного диалога, она здесь, по крайней мере, в оформлении разных пространств присутствует очень сильно. И мне кажется, что это очень тоже правильно и хорошо.
То есть, с одной стороны, безусловно, говорить о России и Кыргызстане, с другой стороны, безусловно, как бы говорить о представителях разных этносов, разных культур. Это очень тоже важно. Это знак хорошей и сильной культуры. Юрий Викторович, вы что добавите? Ну, я думаю, что если это не соответствует формату интервью, то вы это вырежете, но я бы рискнул все-таки персонифицировать нашу благодарность, да, и упомянуть Леонида Ивановича Сумарокова, который нам, собственно, этот прием тут организовал в основном, и теплый, и очень четкий, да, действительно, все у нас хорошо здесь получилось. Я бы хотела спросить об общедоступных материалах, методичке или что-то еще, которыми бы мы могли бы пользоваться, когда вы уже уедете от нас, для студентов, а также для преподавателей. Ну, вот эти материалы, в первую очередь, вот то, что мы записали, это видеолекции, еще ссылки на статьи. Причем там есть некоторые вещи, которые еще даже на нормальных публикациях нет. То есть довольно новый материал. Вот, в частности, нас просили, ну, тут есть понятие авторское право, поэтому просили, чтобы мы свои публикации делали. Вот, например, у меня была одна публикация только тезисы, потому что статья еще по той теме, которую я готовила, еще пока не вышла. Вот. Ну, она там есть, но ее еще пока не опубликовали, например. Вот. Но при этом есть материал, и мы, ну, как бы список литературы тоже есть. Можно смотреть видеолекции, и есть вопросы по каждой лекции. Вот. И вот я бы еще и подчеркнула то, что некоторые вещи абсолютно новые, свежие. То есть мы привезли вам вот тот курс, вот, который еще вот даже есть то, что еще пока не опубликовано даже. Вот. То есть вот, скажем так, эти лекции еще первые по сравнению с тем, что еще будет опубликовано. Вот. Ну, а есть, конечно, уже вещи, которые поддержаны публикациями, там, в таких разных так называемых рейтинговых журналах. Поэтому я думаю, что можно готовиться, можно читать, можно отвечать на вопросы, можно смотреть эти материалы. Я думаю, что само по себе тоже не безинтересно. Я кусочками видела лекции, я поняла, что каждый лектор – это как бы вот немножко индивидуальная лекция. То есть то, как читает Максим Анисович Крангаус, отличается от того, как читает Игорь Алексеевич Шаронов. А то, как читаю я лекции, отличается тоже. Понимаете? То есть я думаю, что еще очень важно вот в этих видеоматериалах, то, что вы видите не только материалы, не только презентации, но и у вас есть какой-то образ лектора. Причем в основном все это вот достаточно опытные лекторы, то есть уже много раз читавшие разные курсы, поэтому я думаю, что это тоже важно и интересно. Вот. А дальше, вот, я не знаю, мы будем еще продолжать с материалами, наверное, работать. Я пока отвечаю за то, что мы уже успели сделать. Ну, безусловно, да, то есть, говоря современным языком, вы получили не только стандарт, но и эксклюзив, да, студенты КРСУ, то есть то, что еще никто не получил. И если это перечислять, то это 5 на самом деле видео онлайн-модулей, да, то есть кроме, мы не смогли привести всех авторов, да, к сожалению, но кроме вот этих модулей и видеокурсов, видеолекций, посвященных русскому языку, у нас еще есть 2. Один посвящен русской литературе, второй визуальной составляющей русской культуре. Тоже очень интересные модули, которые наши исследователи создали. Плюс те лекции, которые здесь вживую прочитали Наталья Георгиевна, Игорь Алексеевич и Анатолий Викторович. Значит, и плюс та литература, которая должна в скором времени быть поставлена для вашей библиотеки. Это вот то, что уже практически сделано. Дальше будем общаться, будем прислушиваться к вашим запросам. Мы услышали сегодня очень много интересного на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам преподавания русского языка и литературы в вузах Кыргызстана. И мы все это очень внимательно проанализируем. Дальше, я думаю, будем обсуждать с коллегами детали, потому что мы увидели, что очень сильная есть здесь методическая база, и что, может быть, те потребности, те запросы, которые реально существуют на местах, как на кафедрах, преподающих русский язык, так и в школах, нужно будет работать.
обязательно еще очень много работать. Я бы добавила еще, поскольку вы молодежная редакция, правильно я понимаю, да? То есть вот я бы добавила, что мне кажется, что очень ценным, чтобы вот молодые люди еще свои запросы сформулировали. Потому что вот когда мы преподаем, все-таки мы понимаем, что есть определенная разница поколений. Это в России тоже очень хорошо чувствуется. И поэтому, в принципе, нормально слушать ваши запросы. Потому что в России, например, это может быть и язык другой. И когда я там веду курс «Актуальные проблемы современного русского языка», то кое-что я, конечно, студентам сама рассказываю, а кое-что я слушаю от них, потому что, например, молодежный жаргон, я как бы у них его еще получаю. Вот. А они, когда начинают рассказывать, идет то, что называется саморефлексия, вот эта обратная связь, и они начинают говорить, что да, когда мы общаемся со своими младшими братьями и сестрами, мы уже их тоже не понимаем, потому что они тиктокеры, а мы уже, говорят 20-летние ребята, а мы еще вот учились до вот этого тиктока, который стал вот так моден сейчас, поэтому у нас немножко другая лексика. То есть они уже сами понимают, в той ситуации, в которой мы все сейчас оказываемся, вот язык межпоколенный, он может различаться. И поэтому очень важно, на мой взгляд, помимо всего того, что мы вот сейчас обсуждали, еще и вот ваши запросы, и ваш интерес, и те формы взаимодействия, которые вам кажутся наиболее интересными и перспективными для вас, вот чтобы вы их формулировали. Угу. Сформулируете, тогда есть шанс, что они будут учтены. Не сформулируете, есть шанс, что вам их сформулируют, но, может быть, не совсем так, как вы ощущаете сейчас, здесь и сейчас, вот сегодня. Как я поняла, все-таки это будет в дальнейшем большое сотрудничество, как и хотят две стороны. Надеемся, да. Ну вот если немножечко отодвинуть то, с чем вы приедете по запросам нового поколения. Есть ли у вас в голове уже после сегодняшнего, вчерашнего дня какие-то планы, с которыми бы вы хотели вернуться снова? Ну, я могу кратко сказать. Конечно. Я занимаюсь стратегическими проектами и очень люблю думать. Так что мы сперва подумаем, для того, чтобы наши действия были максимально целесообразными. Ну, я, в принципе, говорила, что есть еще то, что называется научные инвестиции. Вот мне кажется, что, скажем так, если говорить вообще о глобальном мире, то очень интересные становятся сопоставительные работы. Вот я, например, очень люблю, я уже сказала, что я занимаюсь в том числе и межкультурной коммуникацией, и когда у меня приезжают ребята, которые носители какого-то языка, мы всеми правдами и неправдами, я знаю, объясню, почему неправдами, стараемся делать сопоставления, потому что это всегда очень интересно. И я думаю, что один из, вот сейчас модное такое слово, трансферов кыргызского языка, в частности, в сопоставлении с русским языком. Я не знаю, как сейчас сопоставительно, в таких контрастивных работах представлен, например, кыргызский язык. Я не знаю. Но я думаю, что это очень важно и интересно посмотреть современное состояние кыргызского языка, современное состояние русского языка через вот эти трансферы категории вежливости или через трансферы концептов, фразеологию иногда тоже любят использовать. Вот эти вещи, они всегда очень важны и интересны. Гендерный компонент, гендерная лингвистика тоже очень интересно. Угу. Я добавил бы все-таки, действительно, сейчас я начал уже думать, две содержательные вещи. Сегодня мы услышали запрос, и обязательно его учтем, не только на лекции и какие-то пособия, посвященные русскому языку, но и другим специальностям, собственно говоря, искусствоведение, эстетика называлась, то есть специальная лексика для того, чтобы говорить об этом на русском языке и для того, чтобы получать, собственно, образование. То есть здесь мы, как гуманитарный университет, безусловно, могли бы очень многое сделать. История,
философия, искусствоведение, как я уже сказал, культурология, вот прежде всего эти области. И второй момент. Мы можем для молодежной аудитории сделать действительно какой-то специальный такой продукт-подарок. Я вдруг вспомнил, что в прошлом году в Узбекистане имел колоссальный успех лекции, посвященные русскому року, одного из наших коллег. Да? То есть это очень высокий исследовательский уровень, это тоже доктор наук Юрий Викторович Даманский, но рассказывает он об этом так доступно и с музыкальными примерами, и с видеоклипами, что слушали это, конечно, затаив дыхание. Оказалось, что все это тоже знают, да? Ну, конечно, не так, как лектор, но очень живо все это было воспринято. И, конечно, мы можем расширить и этот сегмент. Культурное пространство, языковое культурное пространство, иногда в сопоставлении, иногда вот в таких вещах, это, безусловно, мне кажется, важно и интересно. Я вам сейчас предлагаю, как для студентов Крымско-Российского славянского университета, дать совет какой-нибудь русской пословицей. Понимаете как, пословицы очень дидактичные. Вот. Но если говорить, например, то, что мне нравится, вот, хотя это очень известная пословица, ну, может быть, известная и хорошо, вот, она иногда произносится в ситуации, когда человек что-то не знает и вдруг узнал, иногда даже это не очень хороший опыт, но тем не менее. Вот. Она называется так: «Век живи, век учись». Вот. Как правило, это произносится именно в ситуации, когда вот человек озадачен вдруг. Вот. Но, в принципе, она мне нравится, потому что мне кажется, что вот этот процесс обучения и взаимообучения, вот я не случайно это повторила еще раз, он очень важен. Вот. Мне кажется, что хорошо, когда студенты, например, понимают, что не только их учат, но и они помогают или учат чему-то профессоров, там, я не знаю, преподавателей и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это непрерывное обучение, самообучение – это важная вещь. Вот русская пословица в каком-то смысле это отражает. Век живи, век учись. Здорово. Удивительным образом я вспомнил нечто параллельное, ну, вот видите, из советского детства. Было, да? Учиться, учиться и учиться. Да. Так что я, наверное, вот это предложу, хоть это и не русская пословица, вот, но содержание примерно тоже. Спасибо большое.